Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы с вами вместе в прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостан», который вещает в Ютубе, а также в телеграм-канале нашего медиапроекта. Сегодня вторник, 4 марта 2025 года. В родном Башкортостане 10 часов утра. Ну а мы, Евгений Коноплин и Руслан Валиев, с вами здесь в этот час. Женя, привет. Доброе утро, Уфа. Доброе утро все, кто с нами. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У нас аудитория из самых разных уголков. Всех приветствую. Поехали. Да, убедиться вы еще, что мы все-таки действительно вещаем, потому что я пока не вижу в Ютубе наличие нашей трансляции. Друзья, если вы видите нас и слышите, можете, соответственно, об этом сообщить. Вот, вижу пожелание доброго утра. Это уже, как говорится, ценно и важно, но этого недостаточно. Напоминаю, что мы здесь обсуждаем башкортостанскую информационную повестку, комментируем по мере сил, а также отвлекаемся или откликаемся на новости, которые происходят в стране и в мире. Тем более, что ни для кого не секрет, что они так или иначе пересекаются. Ну а в Ютубе как не было, так и нет нашего стрима. Поэтому есть. Я вижу уже. Минуточку. Но он есть, опять же, отдельно от запланированного. И это возмутительно, если честно. Зрители ждали нас в анонсированном стриме, появляется совершенно новая трансляция, которая не запланирована. И я надеюсь, что это в последний раз. Друзья, не в вашу сторону претензия, я думаю, что вы понимаете, что есть люди, кто отвечает за техническую часть и, к сожалению, не справляются со своими обязанностями. Вот. Ну а мы должны начинать нашу, соответственно, программу. Для этого у нас есть разные новости, в том числе федеральные. Начинаем с телеграм-канала «Эхо Новости». Итак, Дональд Трамп заморозил всю военную помощь Украине, включая уже одобренные поставки. Как передают Bloomberg, Reuters и Fox News со ссылкой на представителя администрации США, пауза продлится до тех пор, пока руководство Украины не продемонстрирует, цитата, «стремление к миру». Россия выступает категорически против размещения в Украине европейских миротворцев, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Евросоюз не является нейтральной стороной в этой войне. Великобритания и Франция, по данным газеты The Telegraph, планируют отправить в Украину до 30 тысяч военных. В Ростовской области после атаки ВСУ возник пожар на нефтепроводе, подтвердил поздно вечером глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за обломков сбитых беспилотников также загорелся склад в селе Сохрановка. Утверждается, что никто не пострадал. В Одессе российским ударом повреждена критическая инфраструктура. Ранены 4 человека, сообщили региональные власти. В некоторых районах города возникли аварийные отключения электричества. В городе Сумы, по сведениям местной администрации, российские дроны попали в детское медицинское учреждение. Пострадавших нет. Франция предлагает использовать замороженные в Евросоюзе активы России в качестве гарантии безопасности Украины, узнала газета Financial Times. Согласно плану Парижа, средства будут конфискованы в том случае, если Москва нарушит будущее мирное соглашение с Киевом. Госдепартамент и Минфин США готовят предложение по снятию санкций с отдельных российских бизнесменов и компаний, пишет агентство Reuters. Соответствующее поручение дал Белый дом для нового этапа переговоров о нормализации отношений с Россией. Папа Римский Франциск вновь подключен к искусственной вентиляции легких, сообщили в Ватикане. По официальным данным, он перенес 2 эпизода острой дыхательной недостаточности. 88-летний понтифик был госпитализирован больше 2 недель назад с пневмонией. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Как мы видим, в мире продолжают развиваться турбулентные, скажем так, события, связанные с Соединенными Штатами Америки, Украиной, Россией, да и, в общем-то, всем миром вокруг украинской войны. Кстати, ждем вас в нашей новой трансляции. Вижу, что вы подсоединяетесь к ней и
Все, Ну, ты вас 35 за это человек, все благодарю. нормально. Мгм. Да-да, люди обратили внимание на то, где эта трансляция находится, но это в любом случае Нет, она перекрыла, неправильно. все очень хорошо, да. Мгм. Окей. Ну что, э, насколько предсказуемо, на твой взгляд, случилось то, что мы обсудили сейчас вот в первой новости? Трамп заморозил всю военную помощь Украине, я это имею в виду. Но Вроде бы я не берусь совершенно точно комментировать действия человека, который обещал в Палестине построить пятизвездочные отели, вот, а потом назвал Зеленского 4% диктатором, а потом на следующий день сказал, что... Кто это сказал? Я это сказал? следующий Я вопрос. такого не говорил. Ну, то есть, вот как-то я не очень понимаю то, что происходит. Мы все замерли, но как и последние 3 года, надежды, по-моему, у нас ни на кого нет совсем. Только Мгм. чудо нас спасет, называется. Как-то не в Путина же верить, в конце концов. Ну да, приходится вот так вот абстрагироваться и образно на эту тему рассуждать, как ты сейчас это делаешь. Согласен. Ну что ж, у нас тем временем отголоски этих ли событий или не этих, так или иначе в республике есть. Например, власти говорят, что это вообще речь не о том. Он заявил, в частности, Ради Хабиров, я имею в виду, что говорить об атаке беспилотников вчера в Черниговке преждевременно. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве. Самое главное, никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, что это атака беспилотников преждевременно, это цитата из Ради Хабирова. Кроме того, в сводке Министерства обороны России об отражении атак беспилотников Башкортостан не упоминается. Соответственно, вопрос, неужели все-таки это был хлопок, как это обычно называют в военных и МЧСных, скажем так, структурах. Вот. Ну, вчера вроде бы все-таки про хлопок мы не слышали, все-таки про Про пожар. возгорание. Про пожар. Да, да, да. Вот. Но начало пожара так или иначе было связано с резким изменением среды. Как это называется? Что-то в таком духе. То есть резкое изменение физических параметров объекта произошло, судя по записям с камер видеонаблюдения. Поэтому говорить о том, что этот пожар тихонечко разгорался из какой-то маленькой искры, это уже точно неправдоподобно. Вот. Но что действительно явилось причиной резкого вот этого изменения физических параметров, это действительно вопрос. Утверждать, что это был беспилотник, мы точно не беремся. Хотя есть якобы очевидцы, которые слышали звуки пролетающих летательных аппаратов в ночное время. Кто это такие люди? Ночью следили. Вопрос. Но я поделюсь, знаете ли, инсайдом, если хотите. Хотя, опять-таки, не нужно слишком серьезно относиться к такого рода инсайду. Люди, которые ссылаются на якобы очень надежные источники. И тут даже я отчасти соглашусь, их источники в этом смысле имеют, скажем так, отношение к системе, назовем ее так, очень в широком смысле этого слова. Так вот, циркулируют весьма странные, на мой взгляд, и досужие домыслы, что действительно это могли быть дроны, и не в первый раз они могли быть. Причем запускаются они не с территории соседнего государства, которое оказалось под агрессивной атакой, а с территории, собственно, Российской Федерации, поскольку расстояние до Уфы действительно приличное, и это ни для кого не секрет, якобы оттуда издалека долететь нереально, и поэтому некие силы, какие именно вообще не указывается в этих домыслах, все это дело запускают. Ну, я не знаю, если предположить, что это является правдой, то, мягко говоря, очень много вопросов тут же возникает. А как же наша хваленая вертикаль следит за собственной территорией? Возникает вопрос. Потому что запустить это полбеды, а ведь надо еще доставить, как говорится, смонтировать, подготовить к запуску и запустить. Кто в конце концов это делает? У нас комар не пролетит, у нас молодой пацан 20 лет, в лучшем случае 20, цветы возложить не может к памятнику, его тут же загробастают. А тут, знаете ли, серьезные военные объекты запускаются. Ай-яй-яй, как говорится. Но еще раз, я на всякий случай предупреждаю, что это крайне сомнительная, скажем, информация, хотя и поступающая из таких
но, скажем так, лично мне доверенных источников. Вот. Так, ну, во-первых, конечно, хочется сказать, что это не достижение Ради Фаритовича. Если у нас пожар, то это нехорошо вообще, то, что мы сами себя поджигаем, получается. Но как-то это выставлено, что да нет, это не украинцы, это мы сами, все хорошо на самом деле, дорогие друзья. Вот, это немножко смутило. Угу. Вот. А так вообще, ну да, то есть получилось, мы же новости обычно выкладываем до там, часов 6, а тут раз, и МШБТ много чего написал по этому поводу, что да, действительно беспилотники, что люди слышали. Ну вот, видимо, у нас другая теперь тактика, стадия отрицания у нас. Вот. Но из того, что повеселилось, то, что понравилось, это великолепный мужчина, который, ну, если это показывать опять в Соединенных Штатах, конечно, это очень любят на Западе смотреть о том, что есть какие-то невозмутимые русские, которым все плевать. Вот есть видео о том, как в этот момент по Уфе идет мужчина, происходит взрыв, а он в целом даже не повернулся, просто дальше пошел. Вот. Это было самое первое видео, которое я увидел, да. Да. Мужчина обратил внимание, думаю, ну, молодец. Да, Всем вот так. мы русские, нам плевать. Угу. Вот. Кстати, Мэш-Батеш, я отдельно отмечу, что это часть большого холдинга Мэш, а это вообще целиком и полностью кремлевский проект. Надо об этом помнить. Финансируется за счет бюджета, скажем так. Поэтому то, что они сообщили об атаке беспилотников, ну, для нас буквально это, по крайней мере, формально такой надежный околовластный источник. Поэтому если власти признают такого рода события, иносказательно, разумеется, через свой медиапроект, то мы уж, конечно же, склонны полагать, что это так оно и было. Тем более, что первая версия по горячим следам, она в этом смысле может быть более правдоподобной, чем та версия, которую готовят потом, когда уже нужно, значит, сделать хорошую мину при плохой игре. Вот. Давай дальше. Так, ну что, давайте пойдем дальше. Так, у нас... Так, новость про то, что у нас Госдума не поддержала инициативу Курултая Башкортостана о закупках без конкурса. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить бурную деятельность нашего прекрасного Курултая. Собственно, закон, который предусматривал право проводить закупки охранных услуг и систем у единственного поставщика. По мнению комитета, такая мера ограничила бы конкуренцию на рынке охранных услуг. Также в заключении указано, что предложенные изменения противоречат протоколу о порядке регулирования закупок Евразийского экономического союза, который ранее ратифицировала Россия. Это наш дорогой и местный, конечно, орган принятия законотворчества, он прям серьезно работает. Очередной закон. У нас, слушай, ни дня ведь без новостей из Курултая. Казалось бы, насколько никчемная и ненужная структура, мы это и не раз признавали, и, в общем-то, так оно и есть, скорее всего. Но новости они генерируют, и мы не можем даже их обойти, потому что они какие-то вот любопытные. Хочется всякий раз о них сказать, как-то препарировать это все, улыбаться и создавать непринужденную обстановку. И на том спасибо, как говорится, что получается немножечко увеселить наши встречи. Вот. А я обращу внимание на комментарии. Команда А пишет, что когда Хабиров говорит, что так было, значит, это было наоборот. Ну, я понимаю, да, и вы, наверное, понимаете, о чем наш зритель предполагает. Просто внутри страны тоже война между бизнесменами, я думаю, конкурентов убирают. Ага. Ну, в общем, про конкурентов я, в общем-то, соглашусь, но убирают, тут, наверное, все-таки слишком громко сказано, да? Наверное, все-таки речь не шла о том, чтобы убивали в данном случае. Речь шла о том, чтобы причинить ущерб экономический прежде всего предприятию. Азат Network нам сообщает, что по данным анонимной организации Anonymous, Австралия хочет разорвать договор США на $800 миллиардов из-за ситуации вокруг Трампа и Зеленского. Это контракт на атомные подлодки на 3 штуки. Ну, в общем-то, хорошее решение может быть, да?
Так, ну, в общем, друзья, продолжайте свои соображения скидывать. Розалия, вам спасибо за благодарность прямо в прямом эфире. Вы здесь с нами, и это очень приятно. А мы дальше двигаемся и смотрим. Ради Хабиров обратил внимание на начало священного для мусульман месяца Рамазан и рекомендовал, правильно, всем поститься. Ну как, всем, кому именно, давайте посмотрим. Я тоже решил кое-какие ограничения сделать, хорошие и добрые, чтобы плохие мысли в голову не шли. Нам всем надо здесь постараться. Также, значит, он сказал именно поститься по мере возможностей каждому. Каждому имеется в виду чиновников, в данном случае он призывал, или всех жителей республики. Как ты, Женя, это понял? Ну, и очень интересно, конечно, про те плохие мысли, которые посещают его голову. Хотел чуть-чуть узнать, вот, и не уточнил Ради Фаритович, в чем дело. Да, он обращался к чиновникам, чтобы те в священный месяц Рамадан помолились. Мне очень нравится выражение лица Назарова, выключенное в этой славе. Но так или иначе, конечно, судя по моим наблюдениям и тому, что знают мои какие-то знакомые, то стриптиз-бар естествознания активно работает, в том числе на то, чтобы просадить заработные платы некоторых наших очень-очень близких к Хабиру чиновников. Посмотрим, как они проведут хотя бы этот месяц. Возможно, бедные наши уфимские стриптизерши останутся без лишних чаевых от товарищей, чьи фамилии даже, ну, в целом для отсутствия усугубления некоторых как бы конфликтов, которые и так мы наладом дышим, я не буду называть, вот, но очень близкое окружение Ради Фаритовича. Угу. Ну, видишь, это окружение, это не лично он. А что касается его вот этих вот плохих мыслей, конечно же, хотелось бы этот смысловой ряд продолжить и предложить даже, какие именно плохие мысли можно убрать и перестать их значит, держать в голове и озвучивать их в виде слов. Это, конечно же, плохие мысли, связанные с воинственностью и поддержкой любого рода вот этих вот действий. А ты думаешь, что это плохими мыслями называют? Мне кажется, он плохими мыслями называет то, что он сидит перед сном и думает, ну вот Ростислав-то у нас уже в Украине, а я что делаю? Возможно, вот это плохие мысли. Вот, поэтому... Ну, конечно, конечно. Те версии, что озвучиваю я, это же лишь мечтания такие, знаете ли. Понятно, что у него мысли, скорее всего, другие. Ну, и ты в этом смысле, значит, предполагаешь с долей иронии. Ну, почему бы и нет? А вдруг, кстати говоря, вдруг нельзя исключать полностью, что таких мыслей у него нет вообще как вида, как вариант они могут быть. Вот, ну ладно, как говорится, поздравил и поздравил. Я думаю, что среди наших зрителей и подписчиков тоже могут быть те, кто так или иначе всерьез относится к Рамазану и тоже, я не знаю, может быть, даже на полном, скажем так, объеме держит пост, может быть, частично, и, в общем, это выбор каждого, и вообще довольно-таки полезное занятие с точки зрения здоровья. Насколько мне известно, по крайней мере, правда, возможности попробовать на себе ни разу не было. Вот. Дальше двигаемся. Да, у нас в Ишимбайском районе Башкортостана обрушилась часть дороги. Это снова не украинцы, это снова мы сами, у нас что-то с дорогами. Речь идет о деревне Арметрахимова Ишимбайского района на улице Береговой. Ужасно огромный какой-то кусок провалился. Вот. Тем временем ЮТВ поработало и взяло, собственно, комментарий некого Павла Челпанова, эксперта-геолога, который говорит, что об этом говорит локальное распространение период года, явно не водообильный. Устранив причины, можно приостановить активность процесса. Если мер не будет принято, то активизация и повторы неизбежны. Южный склон – очень сложный объект в различных местах и с разной степенью вмешательства
будет вести себя по-разному. Собственно, да, вот такое. Если говорить о том, что было сделано, то просто засыпали всю эту историю, поэтому, я так понимаю, судя по комментарию нашего геолога, мы можем повторить. Вот так вот как-то. Это же чувство безысходности давно прививается жителям республики и Уфы в частности. У нас все очень плохо под землей, все там размыто, вымыто, значит, водными потоками, поскольку это все карстовые породы. Поэтому будьте готовы и не жалуйтесь. Это, в общем, вот у меня уже так отложилось за многие годы. Не то чтобы я как бы принял для себя эту историю, но как бы вот всякий раз, когда что-то случается или даже не случается, нам говорят именно так. То есть не жалуйтесь, будьте готовы. Ну что ж, как говорится, вот мы и не жалуемся. Как и не жалуемся по поводу многих других вещей, которые происходят. Вот Салим пишет, кстати, война стала обыденностью, власть старается отодвинуть в сознании людей войну на обочину внимания. Направленная политика Кремля формирует в людях параллель идущей войны с Великой Отечественной войной. И эти два, казалось бы, противоположных процесса идут параллельно. Действительно, с одной стороны, нужно вынести на обочину и всячески подтверждать в сознании людей, что жизнь вполне себе мирная и обычная, в которой есть место развлечениям, отдыху, бездумным тратам денег. С другой стороны, где-то там защитники воюют и защищают интересы страны, как это делали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. И что интересно, в сознании людей эти вещи вполне себе как-то уживаются, и как не поговоришь или не попереписываешься с Z-настроенным деятелем, то убеждаешься в этом. Тут я сразу скажу, что есть разные категории, мы с вами уже это 100 раз обсуждали, кто-то более-менее искренен в своих заблуждениях, кто-то действительно это делает, исходя из сиюминутной выгоды, и таких, наверное, большинство, но нарративы вот эти вот и риторика, она так или иначе схожа. И, кстати, тут, наверное, даже Женя больше знает, в том смысле, что чаще вступает таки в диспуты, публичные диспуты с людьми, которые, значит, пытаются критиковать его лично, и меня, и нас в целом на страницах социальных сетей. Я-то обычно обхожу стороной чаще всего всякого рода зетников, причем из так называемого ближнего круга в прошлом, таких как блогер Кобзев по кличке Кобзон. А Женя прям-таки активно с ним пытается спорить, хотя есть мнение, что этот человек в этом смысле непробиваем, как раз-таки потому, что ведет себя не совсем искренне, лишь исходя из сиюминутной выгоды и удобства, значит, момента. У нас с Кобзевым давние отношения на этой почве, он мне очень любит комментарии написать. Но вот из того, что меня вчера прям повеселило, в кавычки, это некий Ирнис Халиулин, прекрасно тебе знакомый из Фейсбука, который мне написал, что на какой-то мой тезис, на какой-то пост о том, что, мол, людей крутят за цветы в годовщину убийства Немцова, и он мне пишет, что ну попробуй в Германии публично отпраздновать днюху Гитлера или кого-то из этой когорты. Вот, но у некоторых людей даже такое происходит в голове. Я это фиксирую, периодически кому-то отвечаю. Иногда терпения у меня не хватает. Вот. Но мне кажется, это уже крайний перебор вообще всего. Сравнить Немцова с Гитлером, это уже интересно, конечно. Сколько миллионов евреев уничтожил Борис Ефимович. Вот, собственно. Ну да, такие вот люди в маршрутке периодически с вами, товарищи, ездят. Для людей вообще вот эти понятия, как международный трибунал, суд, это все вообще не имеет значения. Хотя они наверняка об этом слышали. Ну, например, если говорить про Гитлера и его сподвижников, о том, что они осуждены международным трибуналом, значит, полномочия которого не ставятся под сомнение, в том числе кремлевским режимом. И в этом смысле как бы понять, что пропагандировать Гитлера и отмечать его день рождения запрещено, в том числе по мнению их же кумиров. Вообще,
главная основа вот этого двоемыслия прослеживается по простейшим их действиям, о чем я как раз вот и написал единственный комментарий за последние дни. Если условный вот этот Эрнис Халиуллин или блогер Кобзон продолжают пользоваться запрещенной социальной сетью Facebook, это уже подтверждает, что в принципе для них нету каких-то правил, что ли, которые необходимо исполнять даже в тех условиях, которые их устраивают. То есть им царь-батюшка сказал: друзья, вам эта социальная сеть не нужна, она вам не подходит. И когда он ее блокировал на территории всей России, подразумевались все жители России, а не только те, которые смотрят на Запад и выбирают либеральные ценности. Это касалось и блогера Кобзона, и вот этого Халиуллина. Но они посчитали иначе. Они посчитали, что условному Руслану Валиеву запрещено, а им, которые любят режим, не запрещено. Поэтому они, видите ли, публично этими социальными сетями пользуются и комментируют. Вы поймите, я к чему говорю. Вы, вот, дорогие друзья, которые здесь в подавляющем большинстве, вправе как раз-таки делать все, чтобы идти наперекор действиям системы, использовать средства обхода и демонстративно даже, пока это возможно, использовать то, что вам запрещают. Потому что вы не принимаете волю действующего в стране режима. А вот те, кто принимают, по-хорошему должны принимать и это, и не пытаться этому противоречить. А уж коли они этому противоречат, ищут тоже средства обхода блокировок, значит им закон что дышло, как говорится, куда повернуть. Ну, так, если у нас куча денег государство тратит на содержание бота-фирм, которые в любой том случае комментарии какие-то пишут, то в целом у нас, получается, Кобзев — это бесплатный бот, и многие другие такие товарищи, поэтому ситуация непонятна. Да. Тут вопрос от пока мне незнакомого подписчика по имени Константин Буравов. А что ведущие считают, что Запад нам поможет? Понятно, что вопрос без конкретики и скорее какой-то риторический, а может быть даже провокационный, как кто-то сказал бы. Ну, я бы даже поговорил на эту тему, но давайте, ладно, не будем далеко уходить в дебри, потому что очень уж абстрактный вопрос. Уточните, пожалуйста, что вы имели в виду. Да. Собственно, башкирская кодовая компания БСК убрали из числа стратегических предприятий. Сделал это никто иной, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Исключил он из перечня. Указ об этом опубликован на сайте официального публикования правовых актов. Вот. И тут надо прям, знаете ли, на это внимание обратить. Кто-то у нас уже в чате выше даже обратил на это внимание. Событие, на первый взгляд, может быть и формальное, но фактически довольно любопытное. Нахождение предприятий в перечне стратегических накладывает определенные ограничения на изменение, например, структуры владения той или иной компанией. А тут, значит, смотрите, Путин одновременно с вынесением БСК из списка стратегических дал указание за 3 месяца прекратить доверительное управление акциями, которые были переданы акционерному обществу «Русский водород» в доверительное управление. Это обыкновенные акции БСК, а также часть федерального пакета, которую получила в управление Республика Башкортостан. То есть, напоминаю, сейчас цифры у меня прям, может быть, все в голове и отсутствуют, но вот эти вот 50%, которые в руках Башкортостана, они не все же в руках Башкортостана. 38 с копейками действительно, значит, принадлежат, а остальные, там 12 с чем-то, переданы в доверительное управление из доли государства Российской Федерации. Еще 49 оставшихся передавали в доверительное управление Русскому водороду. Это структура, так или иначе, входящая в, значит, активы друзей Путина Ротенбергов. Именно поэтому в последние годы говорилось, что вот БСК в конце концов передали от олигархов относительно независимых, которые, по крайней мере, с властью напрямую не работали, олигархам, которые напрямую аффилированы с первым лицом в стране.
И тот же Мурзагулов, признанный иностранным агентом, в своей теории о том, что защита Куштау была не столь важна, он всякий раз оперировал именно этим понятием, что смотрите, друзья, толку-то в итоге БСК владеют вот эти вот нехорошие люди, от них теперь никакого толку, никаких денег республики, да и гору они заберут по щелчку пальцев, как только захотят, потому что это уже не те люди, кого можно остановить какими-то там протестами. Вот. И вся эта теория, скажем так, не лишена смысла, если говорить так. Да? Не то, чтобы она вся правдоподобна и, в общем-то, без изъянов. Нет, конечно, изъянов много. Но какой-то определенный смысл в этих рассуждениях есть. И вот, что мы сейчас видим? Путин, значит, временно или невременно снимает, скажем так, вот это доверительное управление. Что мы имеем? Получается, что Башкортостан на этот период точно лишается, скажем так, контрольного пакета. Вот. Но и русский водород, тот самый русский водород, почему-то как бы временно лишается своего пакета. Не значит ли это, что хотят дальнейшие какие-то перетрубации провести? На мой взгляд, скорее всего, так оно и есть. Например, передать и 49%, которые были формально под русским водородом, и те 12%, которые были формально под Башкортостаном, передать в какие-нибудь руки. Причем не просто в доверительное управление, а прям передать, так скажем, повторную приватизацию провести. Тем же Ротенбергам, Сечину, Ковальчукам, кому угодно, неважно. И это уже будет не просто временное управление, а действительная передача в собственность. А если передадут окончательно Ротенбергам, то Башкортостан раз и навсегда теряет контрольный пакет, и уже никаких, значит, полномочий у него не остается на то, чтобы диктовать свои правила. Сбывается прогноз Мурзагулова, если так случится. И тогда все остальные его умозаключения также можно будет более внимательно, скажем так, изучать и рассматривать. Но это тревожный сигнал, на мой взгляд. Это не просто так. Вот что я на эту тему хотел сказать, дорогие друзья. БСК теперь могут приватизировать, спрашивал вот Азат выше. Да, именно так. То есть, когда акции государственные, до того находящиеся в чьем-то управлении, из этого управления изымаются, вроде как не остается никаких препятствий, чтобы приватизировать. И плюс вынесение из разряда стратегических, значит, акции становятся доступными для реализации, назовем это так. Однозначно здесь нечисто все, потому что если бы все устраивало и не хотелось бы серьезно ничего менять, зачем бы нужно было бы эту компанию выносить из списка стратегических? Она, кстати, де-факто таковой является. Давайте правде в глаза смотреть. Компания действительно стратегическая. Она одна в стране такая, других таких нет аналогов. Вот. Как-то так. Так или иначе, не знаю, жалко людей, которые выходили. Ну, пока-то вроде нет. Все-таки сама защита Куштау пока еще работает, будем так говорить. В общем, и слушай, жалеть в этом смысле не надо. Мне кажется, та победа, она больше имела и имеет некое символическое значение. То есть безотносительно к объекту, к которому все это относилось. Вот просто люди смогли проявить единство в хорошем смысле этого слова и добиться результата. Я как человек, который там был в гуще событий, помню свои эмоции, ощущения, и это было прекрасное чувство вот именно реализации гражданского права. Понятно, что я губу не раскатывал далеко и понимал, что эти же люди не пойдут наблюдателями условно на выборы, хотя представьте себе, что было бы, если бы все защитники Куштау пошли на выборы, именно наблюдать, активно участвовать. Совсем другая история была бы. Ну ладно. Вот. И, соответственно, все это было, и это не отнять у нас. Даже если отнимут вновь Куштау саму, теперь уже понятно, что с этим бороться будет бесполезно. Вот. И даже никто и бороться особо не станет. Опять же, надо... После баймакских событий точно я не думаю, что какой-то митинг может быть. Да, в этом плане. Ладно, давай дальше. Что там? Идем дальше. Потрясающая новость. Средняя заработная плата в Уфе к 2042 году может превысить 200 тысяч рублей. Может превысить, а может и не превысить. Мои любимые новости. Уже к концу следующего года работающие уфимцы
смогут получать больше 100 тысяч рублей. Следует из прогноза. Смогут получать, а может и А не чей смогут. прогноз? Самое интересное все-таки, кто такие данные дает? Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе города, утвержденном главой администрации Ратмиром Мавлиевым. То он нам сообщает, что мы, может, и будем зарабатывать 200 тысяч рублей. Другое дело, что 200 тысяч рублей, сколько это будет вообще, ну, или как? С точки зрения покупательной способности, сколько это будет, да? Сколько это в евро, да? Там 100 Сколько или это? 200 будет на тот момент, но так или иначе. Документ предусматривает два варианта прогноза. У нас есть всего два варианта. Это базовый и консервативный. Согласно базовому, через 17 лет зарплаты уфимцев вырастут к уровню 2023 года в 2,8 раза. До 206 тысяч рублей, как и говорилось. А по консервативному прогнозу лишь до 166 тысяч рублей. Вот. У уфимцев два выхода. Оба они не похожи, да, на известную поговорку про пить и точеные. Все прекрасно у нас. Собственно, по базовому прогнозу уже к концу 2026 года, ну, РБК повторяется, опять же, отметку в 100 тысяч мы преодолеем. Собственно, надо ли что-то, ну, опять же, РБК тут всерьез каких-то зовет заместителей, каких-то прогнозистов, они сидят на полном серьезе, все это обсуждают. Что будет в 2042 году, я это даже читать не очень хочу, на самом деле, потому что обращаем внимание все-таки, да? в наше время, 2042 год, ребят, я не уверен, что там что-то будет, да, видится все грустно. Знаешь, даже средние зарплаты, даже не удивлюсь, что вполне могут такими быть. Но это не значит, что такому обычному рядовому россиянину, обычному школьному учителю, я не знаю, воспитателю детского сада станет от этого сильно легче. Вот это вот расслоение, которое у нас было, есть, оно продолжает усиливаться только, оно не продолжает уменьшаться и не движется в обратную сторону. Поэтому о средних температурах по больнице говорить – это дело неблагодарное. Вот это вот социальное неравенство, которое в нашей стране, оно просто вопиющее в этом смысле. Поэтому какой смысл? Вот какой-нибудь в Германии условный есть все-таки смысл говорить о средней зарплате, потому что она реально средняя у всех. Нету отдельно выделенных... Ты можешь ориентироваться и примерно говорить о том, что ага, вот если столько-то зарабатывать, то значит этой зарплаты мне хватит для того, чтобы жить как вот этот. Угу. Да, примерно, да, там, на 2-2,5 там, до 3 тысяч зарабатывать, вот я уже все, я пошел в хороший какой-то средний базовый темп. А здесь, ну, да, у нас же и так средняя заработная плата вообще высокая достаточно считается, но при этом, опять же, высокая, конечно, немцы посмеются над моими словами, но тем не менее. А тем временем, например, там, сколько у нас долги по квартплате, по-моему, в Стерлитамаке, например, по-моему, миллиард уже почти достигло. Ну, как бы это у людей денег много, они все их топят или что, в чем проблема? Ну, не платят. Ну, вот, видимо, все не так прекрасно. Хороший пример приводишь. Вот. Ну, а мы давай все-таки дальше идем. В Уфе активисты такие остались. Чем же они занимаются? Это какие надо активисты, да, которых не забирают в отделы полиции, когда они возлагают цветы. Так вот, некие активисты проверили кафе-магазины на соблюдение нового закона, где говорится, что с 1 марта запрещено продавать алкоголь в заведениях общепита на первых этажах многоквартирных домов и прилегающих территориях с 23 часов до 8 часов утра. Речь про наливайки, которые в ночное время на первых этажах многоквартирных домов должны теперь перестать работать, судя по всему. Давайте посмотрим любопытный сюжет госканала ВСТ. Активисты проекта «Безопасная республика» проверили соблюдение нового закона в столице Башкортостана. С 1 марта запрещено продавать алкоголь в заведениях общепита на первых этажах многоквартирных домов и прилегающих территориях с 23 часов до 8 утра. Нарушения выявили, при этом активисты заявили, что после проверки одного магазина-кафе их сфотографировали и, скорее всего, отправили в чат магазинов района.
Выявлены торговые точки, не соблюдающие новое законодательство. Все данные будут переданы в Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан. Ну вот, как говорится, это как сказать, закон не писан для некоторым или все-таки как бы главное заработать? Что думаешь на этот счет? Но у нас активисты, вот по крайней мере эти активисты, они похожи на каких-то ментов, которые приехали, абсолютно лишенное какой-либо мысли лицо, и в целом обычно именно такие лица где-то ближе к 4 утра появляются в этих заведениях, но они просто уже как бы люди выпили. А здесь вот он стоит типа, а чё, куда? Вот, собственно, продавцы не растерялись. Насколько я знаю, не сфоткали данного товарища, разослали во все другие наливайки, чтобы конкретно его не обслуживали. Все остальные гости продолжают тихонечко, часто за шоколадку. Насколько я помню, если там вдруг какой-нибудь день рождения там что-то случилось, то в целом всегда тебе все продадут. Вот. Но вот эта борьба с одной стороны, опять же, из каких-то инсайдеров, из каких-то людей, которые близки, и очень близки, говорят о том, что у нас во власти алкоголиков пруд пруди, и, ну, то есть, с одной стороны, у нас вводится закон о наливайках, с другой стороны, эти люди сами находятся периодически в запоях, и там чего только я за время работы, в том числе на БСТ, не слышал, как у нас периодически какие-то даже встречи, совещания любят продублировать, потому что некоторые люди находятся вот в состоянии нестояния. Ну, вот это интересно, это вся борьба с алкоголем. А с другой стороны, несмотря на то, что я лично против того, чтобы, если человек хочет выпить, дайте человеку выпить, да, в этом хоть где-то свобода должна быть. А когда ты приезжаешь в Осло, например, в Норвегию, в северную страну, тоже такую же, не самую приветливую, и там видишь, что алкоголь стоит от 5000 рублей и продается он до 7 вечера, то ты понимаешь в целом, как Северная Европа существует. То есть, если в Осло начать пить, а там еще и как бы в целом, облачно, серо, темно достаточно. Если там начнут люди выпивать, то, конечно, они в какой-то момент себя ощутят в Российской Федерации, такое ощущение. И, может быть, действительно нам, как северной стране, надо какие-то ограничения ввести. Тут я не силен, к сожалению. Ну, в общем, да, здоровый образ жизни в этом смысле лучше, чем нездоровый, но как бы есть вопрос ограничения прав и свобод, я тут с тобой согласен. Вот, новость любопытная из политического спектра, не побоюсь этого слова. Хотя, опять же, политикой это назвать можно лишь с натяжкой. Региональное отделение КПРФ напомнило о себе предложением создать в Башкортостане коалиционное правительство. Значит, они даже внесли законопроект в парламент Башкортостана о формировании этого самого правительства. Инициатором стал депутат, небезызвестный Ильгам Галин. Согласно проекту, состав правительства должен формироваться пропорционально количеству депутатов, избранных в Госсобрании от каждой партии. Авторы инициативы считают, что это позволит учитывать интересы всех граждан республики. В КПРФ отметили, что инициатива вызвала интерес в других регионах. Лидер партии Геннадий Зюганов и Центральный комитет КПРФ поддерживают концепцию коалиционного правительства, ссылаясь на опыт правительства Примакова-Маслюкова в 90-е годы, а именно в сентябре 1998 года это правительство было сформировано, я напомню, после чего, в общем-то, страна окончательно свернула не туда, надо сказать. Это было правительство крайне ортодоксальное, скажем так, и напрямую противоположное предыдущему правительству, в котором был, в частности, Борис Немцов вице-премьером. Вот. Но то, что хотят они создать коалиционное правительство, само по себе, с точки зрения политики в цивилизованном виде, это неплохо и вполне себе правильно. Другое дело, плевать они хотели. Они, в смысле, кто в Кремле сидят на ваши инициативы. Кто вы такие, дорогие представители КПРФ, чтобы требовать чего бы то ни было? Вы, уж простите, все давно просрали. А у вас был определенный кредит доверия населения, были реальные возможности, скажем так, оставаться все-таки сильной
оппозицией действующей власти, но по большому счету вы все это дело слили последовательно, многолетним упорным трудом. В общем, поэтому это все вызывает лишь улыбку, а то и бурный гомерический смех. У нас широкая улыбка, собственно, у Хавизова, который этим делится, но давайте обратимся к его посту, откуда мы все это узнали. Не просто что-то, какая-то там инициатива он рассказывает, а сегодня вершится история. Человек не просто так сказал, а вместе с товарищем по партии, депутатом Курултая Республики Башкортостан, заместителем фракции КПРФ Ильгамом Галиным, мы сделали важный шаг в развитии демократии и народовластия. Так что в целом, на 2 из 3 фотографий у них широкая улыбка, действительно. Вот. Но на 3-й уже, которую я взял, собственно, у Галина уже улыбка куда-то резко пропадает, а у его, видимо, то ли секретарши, то ли какого-то бухгалтера, и вовсе на лице большой-большой сарказм и скепсис. Вот какая-то деятельность происходит. В любом случае, это больше похоже на деятельность, чем то, что я в КПРФ видел. Там, да, слушай, с другой стороны, хоть что-то сделали, да, хоть как-то напомнили о себе. Как-то да. О боже. Ну что, у нас время поджимает, и осталась пара новостей, например, которые, наверное, ты расскажешь, да, про МБО, я имею в виду. Давай. Так, если говорить про Олега Газманова, например. Я бы Газмановым завершил, а вот все-таки про МПО можно сейчас... Хорошо, давайте. Я не точно с трудом, мне сложно судить, но тем не менее, давайте попробуем. Выручка МПО за 2024 год выросла на 25 миллиардов рублей. Согласно бухучету, собственно, выручка по УДК МПО за 2024 год достигла 133 миллиардов рублей. Опять же, повторюсь, на 25 миллиардов больше, чем за предыдущий год. При этом прибыль снизилась с 9,5 почти миллиардов до чуть меньше 8. То есть прибыль у нас падает, а выручка растет. О чем это может говорить? Может быть, я даже не... Я не хочу глупо выглядеть. Я точно не экономист в этом плане. Если выручка растет, должна расти и прибыль, если уж по-простому совсем рассуждать. Да. Конечно, не обязательно прямо, но скорее То есть заказов больше, видимо, раз выручка растет. Но это что, это компенсируется, не зарплатами же, резко выросшими, по всякими выплатами бесконечными. Когда люди, которые вчера зарабатывали 40 тысяч, теперь мне пишут: Женя, зря уволился, теперь у нас аж 140. Ладно. Это в смысле правда? Так и пишут бывшие коллеги? Кто-то да, кто-то из бывших коллег, дай бог им здоровья, мне пишут о том, что они делятся какими-то инсайдами и говорят, такие сепаратистских настроений. Там очень много периодически среди моих коллег, которые говорят: Женя, спасибо за то, что ты делаешь, надеемся, скоро развалится все это к хренам собачьим. И такой, ладно. А с нами продолжают работать на оборонном стратегическом предприятии. Это такое. Мы работали, но у нас, но в кармане у нас такой большой шиш. Это вообще по-русски в этом плане. Продолжать по инерции работать, потому что надо же увольняться, а люди там в этой большой системе, они привыкли заниматься каким-то делом таким формальным, изображать вид бурной деятельности, а потом куда они пойдут? В частную компанию? Но это обычно заканчивается увольнением через 2 месяца, потому что, оказывается, пить чай 8 раз в день это нельзя. И поэтому я их могу понять. Да. Максимум они меняют отдел, а оттуда уходить, это, если лет 10 проработал, мне кажется, это прям тяжело. Это невозможно даже, я бы сказал, да, я понимаю, и знаю такие примеры. И, конечно же, мы не можем не сказать действительно про нашего артиста, с позволения сказать, Олег Газманов. Ясные дни у нас. Да, я, кстати, тут не могу не вспомнить, что Газманов был одним из первых в моем детстве кумиров. В 90-91 годах он был исполнителем популярных
позднем Советском Союзе хитов, в том числе хитов про свободу. Я, например, имею в виду песню «Свежий ветер», если я не ошибаюсь, да? Да. Вот, «Эскадрон моих мыслей шальных» – это была вообще безумная, значит, песня, под которую мы с ребятами бесились буквально. Вот маленькие мальчики, да, вот мы не знали, как проявить вообще себя. Ну, то есть, очень приятные воспоминания вот детства, буквально первый класс школы. А теперь вот то, во что он превратился, в общем, я думаю, и вам известно. Но все бы ничего, превратился и ладно. Значит, его песни стали использовать вместо школьных звонков. Ряд образовательных учреждений башкирской столицы продолжит экспериментировать со звуками, сигнализирующими о конце или начале урока. Значит, это все началось в ноябре 2024 года. Некоторые школы стали к этому эксперименту присоединяться. И тут, соответственно, значит, песня «Мама» за авторством Газманова присутствует, да? Аж Майя Кристалинская есть все-таки, ну, большая советская певица, тоже Наши мамы, ну хорошо, да. То есть, как бы нельзя сказать, что весь список вызывает содрогание, вовсе нет. Песенка «Мамонтенка» вот тут в 2 вариациях вижу есть. В общем, и кое-что другое любопытное также присутствует. Не знаю. Вообще, использование музыки, может быть, как бы это для психики нормально. То есть, как бы звонки вот эти громогласные, может быть, действительно били по мозгам. Не уверен, как-то мы выжили, и окей, вроде бы. Вот, но использовались предыдущие годы, насколько я помню, посещая школу, я слышал отрывки из классики. Вот, часто такой не очень узнаваемый, но вполне себе классики. Может быть, стоило эту традицию продолжить? Не знаю. Если не один Газманов, то простите. У нас Ярослав Дронов, шаман, написал прекрасную песню, припев которой максимально подходит к ученикам, когда урок заканчивается, раз орет в коридоре «Встанем», и как бы, ну, и все прекрасно. На самом деле очень-очень грустно узнавать, а у меня даже среди там 13- и 14-летних подростков есть люди, которые что-то мне периодически рассказывают, я могу сказать, что среди них процент так называемой ваты намного выше, чем даже среди там условно твоего поколения. Потому что люди воспринимают, ну, может кому-то родители говорят как бы с контекстом, что так оно как бы лучше, может, они сами из сомневающихся, но дети, они не должны, особенно в школе, делиться данными какими-то измышлениями. Но то, что я знаю, прям вата ватная. И, ну, страшно. А что это будет? Опять же, страшно больше всего с точки зрения того, что если мы посмотрим, откуда вообще этот гитлеризм-то прекрасный, по мнению Вернис Халиуллина-то взялся. Он взялся из того, что Первая мировая была проиграна, а та самая прекрасная молодежь, воспитанная в рамках типа «дойдем до Берлина», как у нас, грубо говоря, она оказалась брошенной, она оказалась обманутой, то есть обещали одно, получили другое. И что будет, если условно, ну, как бы СВО не СВО, но тот курс патриотический, который задает эта власть, потом она захочет его как бы замять условно. Ну, я, по крайней мере, это вижу. А молодежь воспитана уже в определенных паттернах. И, ну, это страшно, потому что у людей мысль, ну, как бы, естественно, там, это наша, мы Великая империя. И, ну, я не знаю, когда мы вернемся вообще в Россию с такой молодежью, но это люди, которые действительно верят в то, что им говорят, к большому сожалению. Да, критически мыслить это сложно, и таких людей всегда было недостаточно, и, в общем, может быть, как бы так задумано матушкой природой там, или Господом Богом, но действительно большая часть людей так или иначе подвержена влиянию извне, и это влияние работает. И это нужно признать, конечно же, дорогие друзья. То, что мы с вами тут собрались, более или менее все одинаково мыслим. Да, у нас бывают небольшие разногласия там по отдельным деталям, нюансам. Вот вчера я видел комментарии, что не все согласились с тем, что я говорил по поводу перепалки в Белом доме. Но это нормально, в общем-то, это штрихи. Ведь в главном у нас есть понимание, что свобода лучше, чем не свобода. Уж простите за пошлость в данном случае. Вот.
Поэтому давайте, друзья, оставаться вместе и дальше. Вижу, что вы спрашиваете о программе «Аспекты мнений». Она никуда не делась, она продолжится обязательно. Единственное, смущает, в последнее время вас сильно мало было в программах «Аспекты мнений». Ну, я не беру эфир там Екатерины Михайловны Шульман, признанной иностранным агентом, а вот наши башкортостанские спикеры, что вас совсем не интересует? Давайте все-таки смотреть активнее. И мы будем, как говорится, больше изыскивать ресурсов на то, чтобы эти эфиры делать чаще. А так они, в принципе, никуда не делись. Пока что прощаемся. Желаем хорошего дня, продуктивного, рабочего и, в общем, во всех смыслах удачного. Вот, новости текущие не забывайте читать в «Аспектах». Подписываться на канал, делиться им с близкими, с теми, кому вы доверяете и кого вы считаете достойным получать хорошую информацию. Не в смысле хорошие новости, а правдивую и без купюр. Так мы будем чувствовать, что мы нужны. Нам нужно расширение аудитории. И как не само по себе расширение показывает нам именно необходимость развиваться и работать. Именно это. Ну, а пока прощаемся. Конечно. Потому что иначе, от вашего бездействия, не конкретно вашего, а в целом общества, все это и происходит. Никто бы нас, оппозиционеров, в жизни не лишал, никто бы вас никуда не сажал, если бы общество в целом готово было бы и проявляло бы интерес, и билось бы за свои какие-то маленькие интересы, по крайней мере. А так, условно, можно будет сказать, с одной стороны, что а где были люди, которые рассказывали нам правду, а с другой стороны, можно будет сказать о том, что а вот у нас какие-нибудь аспекты закрылись там в 26-м году, потому что их смотрело 100 человек. Поэтому, конечно, нужно каждый день смотреть это, а не только когда происходят баймакские, еще какие-то события или какие-то хлопки у нас в Черниковке или пожар. Угу. Именно так. Хотя бы ради поддержки. Все, теперь уже окончательно прощаемся. Всем пока. Всего доброго. Thank you.